поудобнее. Итак, сейчас мы находимся в месте под названием «Лесная гостиная». Я нахожусь в гостях у одного замечательного человека. Это политконсультант Илларион Аверев, который обладает Здравствуйте. очень богатым жизненным опытом, и он хотел рассказать вам несколько историй из жизни. Ну, какого плана истории из жизни? Историй-то много, Дим. Ага. Ну, Поэтому, наиболее... Но, как я знаю, ты очень много времени проводил как бы и на селе, и в лесах, и так далее. Может, какие-то у тебя есть истории такие прям необычные, связанные с природой? ну, я не только на селе, я родился в селе, в Амгинском районе, в селе Амга. Там очень красивая природа, знаменитая наша река Амга, самая чистая. И все детство я провел там. И если из истории из детства, то лет года в 3, наверное, может, в 4, мы всей семьей выезжали к нашим родственникам в село Чакыр Амгинского района на сбор каких-то дикоросов, по-моему, то ли лука, то ли ягод, то ли земляники, не помню. И нас там поселили, всех детей. Ночевали мы в амбаре, таком классический якутский амбар, да, где хранятся все вещи и прочее. Ну, там нам детей было куча. И ночь стояла очень лунная. И в окошечко в амбаре ночью, когда я проснулся, вдруг, не знаю из-за чего, такое пятно лунного света, да. А проснулся я от того, что от звука катающиеся пуговицы. Вот как будто кто-то пуговицу по полу бросает, она так катится, там прокатилась, упала, да. И, и я вот завороженно сидел, помню, сел на кровати и смотрел на это лунное пятно и слушал вот этот звук катающейся пуговицы. И в какой-то из моментов, ну, довольно-таки долго, в какой-то из моментов эта пуговица закатилась в это освещенное пятно, да, лунное. И следом за этой пуговицей в это пятно заскочил ребенок. Рыжеволосый, зеленоглазый, такой чумазенький, в белом каком-то вот таком замызганном. То ли платье, то ли сорочка, ну такая. С завязочками, помню. Но я точно помню, хоть детей было много, что у нас таких детей нет, да? Рыжеволосых, таких зеленоглазых. И вот этот ребенок хватает своей грязной ручкой вот эту вот пуговицу и, видимо, чувствует мой взгляд и смотрит прямо на меня. И я вижу, что у него зрачок в глазу не как у человека, а как у кошки. Видите? Так вот. Раз. И резко исчезает в темноте. Я со страху забиваюсь под одеяло и дальше засыпаю. Вот такая вот история была в детстве. Если из части историй что-то рассказывать. А какие-то вот охотничьи истории были? Ну, охотничьих историй тоже достаточно. Ну, какая из области мистики, наверное, да, больше интересует. Скажем так, ну, в 90-е годы сидели мы с ныне покойным Василием Афанасьевым, с моим родственником, на озере возле Нижнего Бестяха. Там есть местность, Нючухамут называется. Там есть озера. И была, ну, как весенняя, вот примерно в это же время, майские праздники. И сидели мы в скоротке на вечернюю зорьку, на утреннюю зорьку. И вот вечерняя зорька примерно где-то к концу, так, сумерки, низкая облачность, и вот из облаков спускается такой светящийся шар и падает в лес. Где-то в километрах, наверное, может быть, в 3, ну, в 5. Ну, я сперва подумал, что померещилось. Дядя Вася спал,
Потом этот же шар минут через 5 также вертикально из леса поднялся, в облачности исчез. И я к этому времени дядю Васю растолкал и смотрю, говорю, смотри. Ну, он так достаточно медленно, да, так плавно поднимался, не быстро. А дядя Вася говорит, наверное, из ракетницы стреляет. Я говорю, ну, я понимаю, если снизу вверх, а сверху вниз как? Он говорит, да не может быть такого. Я говорю, ну давай посидим, понаблюдаем, да? Вот посидели, где-то минут через 10 также светящийся шар спускается с облачности в лес. И так мы за ночь насчитали где-то, наверное, подходов 20, да? Туда-сюда, с периодичностью. И вот такая вот история. Что это было, я до сих пор не знаю. А есть какие-то, ну, просто версии? НЛО? Ага, ясно. А какие Может быть и этот, как его, шаровая молния. Ну, так часто, тоже странно. А какие есть вообще охотничьи поверья, то есть как правильно заходить в лес, как вести себя и так далее? Ну, в первую очередь, лес – это живой организм. И нужно к нему обращаться как к живому организму, как к равному твоему партнеру, который тебе дает кров, пищу. То есть в лесу ты не хозяин, хозяин лес. Ты там гость. И нужно вести себя как гостю. Не шуметь, не сорить, не жадничать. То есть брать в лесу только на пропитание. У природы нужно брать только вот на пропитание. Но никак не промышленная заготовка, да? Чем у нас многие страдают. Ну вот как-то так, основные такие правила. Если ты заходишь в чужое зимовье, потому что, ну, тебе надо там укрыться на ночь, тоже нужно вести, соответственно, как гостю, да? Потому что у нас в Якутии поверье, после себя, когда ты уходишь уже, нужно оставить заготовку дров на растопку, на одну, соль, спички, чай, сахар. Ну, такое минимальное количество пищи. Если ты вдруг где-то заблудился или что-то, набрел на такое зимовье, ты всегда знаешь, что там у тебя есть сухие дрова, спички и что-то немножко покушать. Вот в каком виде ты принял этот дом, в таком же должен его оставить. Интересно. А слышал ли вообще какие-нибудь истории, связанные с покровителем охоты Байнаем? Ну, Бай-Баянай это главный дух леса, дух охотников, покровитель охотников в Якутии. И естественно, что к нему относятся как к покровителю. Но естественно, что его, как всякого духа, задабривают, просят у него, чтобы он послал хорошую добычу. И посредством кормления этого духа, там существует целый обряд, его нужно проводить правильно. В последнее время я вот замечаю, что многие охотники там наливают спиртное, там что-то мясом его кормят, да, и сами, конечно, угощаются очень сильно, обильно, да. По моему мнению, охота, охота с оружием и алкоголь несовместимые вещи. И, естественно, задабривать духа тоже нужно правильно. То есть существует определенный обряд кормления духа, которого нужно обязательно придерживаться. И не кормить, не задабривать дух алкоголем. Вот основной правило. Ну и употреблять, конечно, в меру. Но, по моему мнению, алкоголь и оружие на охоте – это несовместимые вещи. А чем тогда лучше всего кормить? Ну, есть национальные, традиционные у нас вещи.
которыми кормят всех духов. Дух огня, дух охоты, дух воды. Это оладушки, это белая пища молочная, будь то масло ли, сметана ли, кумыс ли, бырпах. И сель, конская грива. То есть волоски из конской гривы. То есть в первую очередь кормится üşкот. Да? В якутском поверье есть вот понятие как üşкот. 3 души. Это салгын-кут, бор-кут и иекут. Да? То есть салгын-кут это, скажем, кармическое, вот, будхическое тело. Да? Чтобы его задобрить, нужно, чтобы был запах в воздухе. Да? И когда в первую очередь ты ложишь конскую гриву, вот волоски из конской гривы в огонь, идет запах жженных волос. То есть ты кормишь дух воздуха, да? Боркут, он кормится вот именно, скажем так, ну, оладушками. То есть не нужно там кидать тоннами эти оладушки, да? Достаточно там кусочка небольшого, чтобы был запах, просто запах вот, мучной еды. И якут, он кормится белым, либо маслом, либо сметаной, либо, ну там сметана, сливки, ну что-то, вот, молоко можно, да. И тоже не заливать там все, а вот побрызгать, чтобы был запах. Мы кормим же эфир, эфирные тела. То есть, если эфир почувствовал запах, значит, ты его покормил, скажем так. Ну, если коротко, то так происходят обряды. Но никак не алкоголь, там, мясо или что-то типа такого, там, колбаса. Ясно. Спасибо за очень интересную беседу. Дорогие подписчики, если вам это видео понравилось, то я думаю, мы встретимся, несомненно, еще раз. Всем до встречи.